Стук молота – раскаленный металл. Такое зрелище в наши дни не часто увидишь. Фестиваль кузнечного мастерства «Кыртайка» в селе Карткирос проводят 3-й раз. Праздник новый, а вот корни его уходят в мифологию. Кыртайка, в честь которого назвали этот фестиваль, жил на берегу Вычегды и умел ковать железо. Даже имя его с коми языка переводится как «железный мужчина». Возник как будто ниоткуда огромный, грозный великан. Вселил он хаос в жизнь мирскую и реку цепи заковал. Первые упоминания о мифологическом персонаже Кыртайки относятся к концу XIX – начала XX века. В 1928 году коми-писатель Михаил Лебедев опубликовал поэму «Кыртайка». Кышке войс комимуа ошко длёк да миштем тыдыш, пашка тошка, югыт шинма, гашка сарич сайшпетыш, локтысые тусовлунна, шиа, пурта, лечит чера, щурас кокнитиковаес вырыш кыем ыджид юра. В поэме Лебедева Кыртайка предстает злым и страшным колдуном. У него железное тело, железная одежда, железные доспехи. И сам он живет в железном доме. Мы говорим о Лебедеве, который эту легенду в современном ее виде сформировал. Но до него еще в середине XIX века русские этнографы, которые исследовали очень активно в то время северные края, были здесь. И в журналах московских и санкт-петербургских печаталась информация о комизырянах. В одной статье в газете «Северная пчела» есть информация о том, что якобы в окрестностях села Карткирос был такой человек «железные руки». То есть это не вымысел Лебедева, то есть легенда какая-то существовала. Просто ее потом уже доработали, и до наших дней она дошла уже вот так, как мы ее знаем сейчас. В преданиях говорится, что Кыртайка жил на высоком берегу Вычегды, в районе современного села Карткирос. Он был разбойником и колдуном. Протянув через реку цепь, останавливал суда, проплывающие по Вычегде, и грабил их. Ему подчинялись стихии. По слову Кыртайки меркли солнце и луна. День превращался в ночь, а ночь в день. Уральский пласт вот этот, то есть нет такого чистого богатырства. Есть сила физическая, есть сила духовная. Магическая сила и богатырская сила, они нераздельно связаны. Материя и энергия буквально. Вот это очень характерно от финнов, саамов, у пермских народов, то есть коми, не говорю уж о хантах, манси. Очень древний пласт, когда земля обустраивалась, разделялись какие-то, создавались народы, какие-то отдельные божества, они друг с другом воевали. И вот потом уже в новой версии появляются уже не просто божественные хозяева мест, там духи, а хозяева мест, но уже люди, обладающие какими-то такими качествами, которые позволяют им держать, соблюдать границы. От них там отсчитывают род, родословную. По мнению фольклориста Олега Улешова, Кыртайка – типичный фольклорный персонаж. Изначально он возник как дух, охраняющий место. Человек, обживая новые территории, не только распахивает землю и осваивает материальные блага. Очень важно духовное начало. На Руси, да и у финно-угорских народов, духом места считался бог и дух, обитающий в определенном месте. Природа воспринималась как проявление духа и его воля. Она одушевлялась и обожествлялась. Дух, иногда он встает в образе человека, охранял неповторимую атмосферу места. Однако со временем нужда в таких героях пропадает. Их деяния начинают переосмысливать. Время меняется, магические способности, они сначала как положительную роль играют, потом начинают оценивать уже вот этих героев с христианской точки зрения.
появляются вот эти сюжеты о противоборстве Стефана Пермского с местными колдунами. Положительный герой превращается в разбойника, или как про Иркопа, вроде помогал сородичам, ловил, приносил добычу большую, но потом оказалось, что вот местное население испугалось, что выбьет всех зверей, лес останется пустым, и от него там пытаются избавиться. Точно так же Картайка вот такой вполне стандартный традиционный персонаж фольклора. С приходом христианства языческих героев начинают оценивать с христианских позиций. Хозяин места, охранявший ее от чужаков, превратился в разбойника. Борьба христианства с язычеством в фольклоре выглядит как борьба добра со злом. Так появляются сюжеты о противостоянии злодея Картайки и крестителя коми народа Стефана Пермского. Фольклор интерпретирует эти сюжеты по-своему. Это борьба двух магов. Стефан тогда миссионерствовал на коми землях, боролся с язычеством, вселял православную веру со своими сподвижниками. И, конечно же, Картайка, как такой негативный герой, как колдун, он его очень заинтересовал, и он решил с ним побороться. Согласно преданию, Стефан Пермский плыл в лодке вверх по Вычегде. Как и многие другие, он был остановлен железной цепью, натянутой через реку. Осенив себя крестным знамением, Стефан ударил по цепи крестом. Та лопнула. Картайка произнес заговор, и на реке поднялись огромные волны. С помощью крестного знамения Стефан успокоил волны и причалил к берегу. Картайка бросился на святителя, размахивая огромным топором. Стефан же пошел навстречу и ударил Картайку топором, в некоторых версиях крестом, в лоб. Картайка упал, не издав при этом ни звука, и умер. На месте его могилы позднее возник Карткирос. Есть еще одна версия гибели колдуна. Картайку убивают местные жители. Два местных брата, Казак и Изюр, они решили соединить свои силы и избавиться от Картайки. Они дождались, когда он напьется и уснет. Он любил варить сусло, то есть сур, и рубили его топорами очень долго, потому что он был очень сильный, был колдуном. Но все-таки, в конце концов, они победили, и Картайка был убит. Эпический герой, он всегда страдающий герой. То есть он делает свое дело, как мавр, и уходит. Иркоп, он, значит, помогает своему народу, своему роду, да, охотится, добывает для них, потом в нем нужда прекращается, вот он погибает. Точно то же самое вот насчет Ашлапия, Поляйки, Мелейки, там, Кыски и так далее. То есть они людям помогают до определенного момента, а потом вдруг ни с того ни с сего надо было это убить, прикончить, там, изгнать. Появляются новые герои. Вот старая культура уходит, новая приходит. Со старые герои, они становятся антигероями. От них избавляются. Нельзя сказать, что он абсолютно исключительно положительный, исключительно отрицательный. То есть все зависит от точки зрения рассказывающего и времени. То есть был хорош, соблюдал, никого не пропускал, там, лишних там, чужаков каких-то, да. И тут время его прошло, он оказался плохим, потому что никого не пропускает, всех грабит, значит, всех останавливает, негодяй, да еще и язычник, да еще и колдун. С точки зрения православия абсолютно уже отрицательный персонаж получается. Приходит Стефан Пермский, он уже устанавливает новые порядки, меняется время, историческое время, и фольклор вот так вот реагирует. По одной из версий, Картайка был беглым казаком, обосновавшимся в Коми-Парме. Возможно даже, что он пришел сюда не один, а с братом или другом, который поселился выше или ниже по Вычегде. Согласно историческим документам, Карткирос и соседняя деревня Кия были обоснованы братьями Артемием, Семеном и Евдокием Казаковыми. Возможно, фамилия первых жителей таким образом нашла отражение в фольклоре. Видимо, вот эта фамилия, она послужила для какой-то фольклорной интерпретации. То есть начали объяснять, вот
почему там, откуда появились казаковы, почему казаковы, с чего это. Привели к тому, что Кыртайка сам был казак, беглый какой-то, хотя сам Кыртайка, может быть, не имеет не только отношения к казачьему сословию, но и вообще не существовал никогда. Чисто такой фольклорный персонаж. Все локальные персонажи коми-фольклора наделялись волшебной атрибутикой. У охотника Иркопа были чудесные лыжи. Кыска имел мохнатые руки. У Кыртайки железное тело, железные вещи и одежда. Именно наличие железа делает его неуязвимым. В коми-мифологии железо наделяют магической силой. Железные предметы служили оберегом от сглаза и порчи. В деревянный косяк часто втыкали иголку без ушка. Якобы она могла остановить колдуна. Найденные железные предметы – нож, топор или ножницы – могли принести счастье, если они направлены острием в сторону от нашедшего, и несчастье, если лежат наоборот. В таком случае эти предметы брать в руки было нельзя. Неудивительно, что железному человеку Кыртайки приписывали магические силы. Согласно легендам, Кыртайка был кузнецом, а до него ковать железо никто не умел. Всегда считалось, что хороший кузнец связан с каким-то договором с нечистым, магической силой обладает, магическими знаниями, потому что снизу из земли добывают руду вот с огнем. Гефест такой, с одной стороны, здоровье нужно физическое, такое богатырское для того, чтобы что-то делать, а с другой стороны, магический талант, магические умения какие-то и знания. Вот как раз Кыртайка вполне подходит и под отрицательного вот этого персонажа, и положительного героя запросто. Начиная с 12 века река вытек до его территории, богатства все края входили в владение Новгорода. И новгородские люди ездили на своих ладьях и брали дань. Найдя здесь удобные места, они по всей вероятности организовали заставу. Вызвали своего мастера, который он начал плавить железо и использовать изделия из железа для нужд заставы, то есть для ладей, для цепей, для гвоздей. По мнению историка-краеведа Анатолия Смелингиса, Кыртайка вполне мог быть прототипом реального человека. Северные земли до упрочнения позиции московского государства платили дань Новгороду. Так что появление на вычегде новгородца – исторически обусловленный факт. Человека, которого слушалось железо, местное население вполне могло прозвать Кыртайкой – железным человеком. Мы стоим на местечке Кортяга, большая территория железного леса. Вот. И все названия местности более древние получают от вод, от рек, от озер. Я читаю, что озера, которые упоминаются в первых летописных, озерами Кортовскими. И сегодня даже они связаны протоками с Вычегдой. Очень удобное место для стоянки, построить ремонта судов. И здесь вот я читаю, в этом месте вполне возможно существовала вот так называемая застава или гавань новгородских первопроходцев. В местечке Кыртьяк, по мнению Анатолия Смелингиса, когда-то стоял лиственничный бор. Лиственницу использовали для ремонта и строительства судов. Еще в этих местах полно ям. Происхождение их неизвестно. Возможно, это места жилищ. А возможно, эти ямы были приспособлены под плавку железа. В них могли жечь древесный уголь. Сотни вот таких ям, увозить уголь куда-то не лучшему или куда-то не было смысла. Я думаю, где-то здесь выплавлялось это железо, где-то в этом районе. Рудные места в Коми были известны издавна. Уже с XVIII века здесь развивалась металлургическая промышленность. В 1730 году в Жешерской волости построили первый небольшой полукустарный железоделательный завод. Во второй половине XVIII века на Сысоле появились уже довольно крупные для того времени заводы в Кажеме и Нючпасе.
Одновременно строился завод в Нювчиме. Что из себя представляют эти болотные железные руды? Если очень популярно говорить, то это просто ржавчина, которую часто можно наблюдать на болотах. Это ржавчина гематит, гидрогематит, он накапливается, иногда в некоторых местах довольно больших количествах. Но по современным меркам это, конечно, очень небольшие объемы. Для XVIII века, когда первые предприятия производили в год несколько десятков или сотен пудов, то этого хватало и использовали. В XIX веке стали использовать карбонатные руды, которые достаточно много в юрских отложениях. Известные, скажем, обнажения в селе Иб, Каркарское. Первое упоминание о Карткиросе относится к первой половине XVII века. Деревня Картовская, что переводится как «железная деревня». Скорее всего, название населенный пункт получил из-за выходов болотной ржавчины. Эти места богаты железной рудой. Археологи в окрестностях села находили железные предметы. Вполне возможно, что здесь было развито кузнечное дело. Делались такие небольшие, буквально там полметра, такие дома, где, используя древесный уголь, получали высокую температуру, которая позволяла выплавлять металл. Металл, конечно, был невысокого качества, но со временем эта технология совершенствовалась, по крайней мере, различными ухищрениями, ковкой. Металл доводился все-таки до более-менее такого неплохого состояния. Если он сохраняется несколько сотен лет в земле, то есть это говорит о том, что он не такого уж плохого. Потому что плохой металл, он быстро ржавеет и быстро рассасывается в земле, в воде. У нас была только болотная руда, где-то за Карткиросом. Есть даже озеро Картовское, откуда раньше добывали железную руду. И возможно, что и Картайка занимался тоже тем же. То если смотреть вот в верховье реки Вычегден, там у нас находится Кырт-Яг, железный лес, Кырт-Ты, железное озеро, и Кырт-Вис – это железная протока. В Кырт-Яге говорят, что Картайка как раз-таки и хранил свои несметные богатства. В Кырты, Кырт-озере, он брал железо для того, чтобы потом им как-то пользоваться. Само же название села Карткирос переводится как «железная возвышенность». Кырт – это железо, а Керос – гора, возвышенность. Есть верхний мир, это солнце, утка-прародительница, это герб нашего села. Это средний мир, звери, в частности его представляет медведь. И нижний мир – это рыбы, здесь щуки. И цепи, которые должны ассоциироваться с Картайкой непосредственно. Потому что именно он цепями перегораживал, по легенде, реку и собирал дань с проплывающих торговцев. Игорь Усачев возрождает кузнечное дело в Карткиросе. Он один из немногих последователей дела про кузнеца Картайки. Этот железный трон он сделал совместно с кузнецами России и Европы на первом фестивале кузнечного мастерства в Карткиросе еще в 2014 году. И в 21 веке кузнечное дело процветает. Но сегодня это уже не просто необходимость, а скорее высокое мастерство – превращение грубого куска металла в произведение искусства. Да и в историко-реконструкционном деле без кузнечного мастерства никак. Разные доспехи по-разному есть. В среднем доспехи весят от 15 до 30 килограмм. Надо, чтобы кто-нибудь помогал, потому что некоторые ремешки застегнуть самому невозможно. Это наручи, это плечи, это в данном случае чешуйчатый доспех. Ну, в принципе, на мне больше ничего нету. Напарник у меня одевает латные ноги, у него доспех Европа, у меня доспех Русь, 13-14 век. Тут скорее на любителя, то есть кто какой доспех предпочитает. Я предпочитаю Русь. Он более легкий, более подвижный. И те защиту обеспечат хорошую. Единственное, что на Руси большой минус – не найдено адекватной защиты ног.
Кольчуга, которая была распространена на Руси, да, должна была быть на Картайке. Шлем, да, конечно. Но я не думаю, что были действительно прямо железные латы, да, потому что, во-первых, это стоило дорого в то время. На один хороший латный доспех можно было купить полдеревни минимум. У Сергея более похожий костюм на Русь, Новгород, 13-14 век, время Картайки. Сыктывкарский клуб «1000» занимается исторической реконструкцией. Дети здесь учат историю не с помощью учебников, а буквально пробуя на себе. Реконструкции средневековых боев, пусть и на мягких мечах, стрельба из лука и многое другое. Даже костюмы средневековых воинов, кольчуги и доспехи ребята стараются делать сами. Во многом участники клуба «1000» считают себя последователями кузнеца Кыртайки. Им ведь тоже приходится иметь дело с железом. Не хочется же жить на земле разбойника, злодея. Хочется жить на земле положительного человека. Поэтому вот мы живем на земле кузнеца Кыртайки. И для нас Кыртайка сейчас это такой бренд, такой некий туристический продукт, который связан именно с нашей, с местной историей. Это чисто в гегелевском стиле отрицание отрицания. Кыртайка вот такой перестал удовлетворять нуждам, интересам. Его взяли куда-то в подвальное помещение. Положительные герои появились новые. Потом вот время проходит, возникает необходимость в этом персонаже, его начинают переосмыслять, опять одевают в красивые одежды. Вот опять он хороший, положительный такой персонаж. Опять формирует вот это локальное сообщество, скрепляет. Фольклорные произведения – это живой организм. Какие-то сюжеты уходят, какие-то рождаются, а какие-то меняются и дополняются. Исторические события, настроение рассказчика – все накладывает свой отпечаток на повествование. Сюжеты о Кыртайке развивались тоже по подобному сценарию. Языческий дух места, охранявший его от чужих, с приходом христианства превратился в злого колдуна. Да и сегодня сюжеты о Кыртайке дополняются. И это, по мнению фольклористов, вполне нормальное явление. Брата Кыртайки я сделал, о котором никто не знал. А он появился теперь. Сегодня «Железный человек» – бренд Карткиросского района и села Карткирос. Кыртайка – добрый прокузнец, научивший местных людей ковать железо. Именно таким хочет видеть нынешнее поколение карткиросцев основателя их села. Среди людей, простых и добрых, злодеем слыть не пожелал. Всю мощь огня, металла силу на добрые дела отдал. В любви, согласии и мире продолжился Кыртайки путь. До наших дней дошла легенда и молотков кузнечных стук.